Соотечественники, друзья, знакомые, все хотят попасть на ее дебют. В прошлом учительница географии, а теперь член Союза журналистов России и кинорежиссер Зарина Тибиева в одной гримерке с актрисой Еленой Скороходовой на международном кинофестивале «Любовь в каждом сердце» в Дзержинском. Уроженку из Северной Осетии пока не узнают знаменитости. А вот женщина, можно сказать, чтобы она помолчала? Документальный фильм о жизни в Алании и Зарины Тибиевой уже в списке любимчиков жюри. Он и о любви к родине, и к семье, в общем, о высоких чувствах. При этом бабушка 3 внуков не расстается со своей камерой ни на минуту. Стараюсь и надеюсь, что я еще успею что-то сделать и для Осетии, и вообще в кинобизнесе тоже попытаюсь что-то сделать. Но я вот вижу сразу, что вы сильная женщина, у вас штатив, камера, пусть и облегченный вариант. Да. А еще вот сумки, пожалуйста, я у нашей героини забрала, потому что, ну как же так, она будет. И вторая вот, пожалуйста. Работу Зарины покажут уже завтра в Москве, столица, одна из 3 площадок международного кинофестиваля. Постепенно, может быть, хотелось бы это верить, чтобы этот фестиваль, может, когда-то стал бы классом А. Да? То есть, приближаясь к таким фестивалям именитым, как Кинотавр, Московский кинофестиваль. А почему нет? За 8 дней в московских и областных библиотеках, музеях, дворцах культуры покажут 59 романтических историй. Выходит, в России будут раздавать новые «Оскары» за мелодрамы. Любви мало в фильмах, но мы-то должны оценивать любовь в каждом сердце. Мне кажется, что самое время моим коллегам, которые хотят оставить след в кинематографе 21 века, говорить о любви. В современном кинематографе достаточно любви? Или все-таки вот ее нехватка, раз у нас фестивали уже так называют? Любви, может быть, не хватает. Мне хватает на всех любви. Да, мне кажется, нехватка любви. Впрочем, на самом кинофестивале любви хоть отбавляй. Дизайнер этого платья или вы? Этого платья я. И шили еще сами? Да. У вас очень много талантов, как здорово. Ну, покрутитесь, пожалуйста, давайте посмотрим. Я как творческий человек умею многое. На фестивале покажут полнометражные, короткометражные, документальные и музыкальные фильмы, а также телеочерки и клипы. География не менее масштабна. Среди стран-участников Россия, Германия, Латвия, Эстония, Грузия и Украина. Тут и не цель завоевать какую-то страну, потому что нескольким странам было участие, отказано участие в нашем кинофестивале по ряду причин, и по формату фильмов, и авторские права, и так далее. Поэтому наша цель набрать хорошее кино. В будущем Дзержинский будет подмосковными Каннами, если можно так сказать. Кинематограф в Дзержинском ведет свою историю с 1926 года. Было снято немое кино, одно из первых, да. Знаменитый сериал «Бригада» здесь снимался. Завершится фестиваль 3 сентября. Тогда и узнаем, кто заберет главный приз, а кого признают лучшим актером, актрисой, или у кого окажется приз зрительских симпатий. Смотрите, работы в городских округах. Дзержинский, в Долгопрудном и в городе Москве. Дарья Сенникова, Денис Полиничка и Нелли Ефимкина. Новости 360.